YouTube канал Северный Патрик и охота в Якутии. Ага. Так, Мичель, скажи нам, пожалуйста, вот это вот, что это за оружие? Это оружие труда, можно сказать. Какова цель вашего похода? Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня в нашем селе знаменательный день. Сегодня мы встречаем отважных путешественников, которые едут издалека. Сейчас мы все это узнаем, что к чему. Путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичел Неустроев, они едут верхом из Аймякона. Аймякон, это на минуточку, дистанция отсюда составляет 1800 километров. Они едут на лошадях в честь ознаменования столетней годовщины нашей республики, которая исполнится в 22 году, то есть на будущий год летом, они должны доехать до Москвы. — 21 мая они выехали из Якутска, и вот очень много времени провели в Верхневилюйске. Там ждали оформления формальностей, там, значит, прививки, карантин для лошадей, оформление документов. И вот теперь они вот доехали до нашего села. YouTube канал Северный Патрик и охота в Якутии. Ага. Ну, это сын мой снимает, монтирует, а я корреспондент. Сейчас, значит, надо, чтобы лошади немного остыли, да? Да, сейчас остыли. Сколько часов? Полтора часа? Так быстро? А мы сегодня немного ехали. Сегодня немного проехали, поэтому 1,5 часа. Ну, потом, значит, их уже можно отпустить на кормежку. И сейчас ужин. Ну что ж, давайте, поехали, ребята. Вот наши путешественники привели лошадей к месту ночевки. Здесь лошади будут отдыхать ночь, эти, и вот здесь. Дрова же. Вот хозяин усадьбы. Здесь лошади будут отдыхать. Мичель, а седла сразу будете снимать или попозже? Позже. Попозже, да? Сейчас остывают. Ага, сейчас они остынут, и пусть остынут, постоят седлами, да? Вот ответом. Угу. Хорошо. Ну как, Дугуйдан, общее состояние лошадей? Как переносят? Отлично. Отлично? Да. Ну, якутские лошади. На якутские породы. Турктара шүйдер. Вот. Он 1,5 будут. Вот. В Верхневилюйске они 1,5 месяца ждали оформления
всяких там формальностей. И поэтому они хорошо отдохнули. Ага, нравится. Это, да, грузовое вьючное седло. Вот здесь вот крюки вот такие вот. Угу. А у вас большие суммы-то есть, да, переметные, вьючные? Сумки? Ага. Да, есть. Есть, конечно, да? Но сейчас вы груз, наверное, на машине пока привезли? Да, пока на машине. Ага, хорошо. Балар бәрін тікетіләбіз қолымдар. Бәрін тоқтадың. Бұл кішіден бе біздің текетіміз. Манты. Бұл бартын бәрін олды. Бұл темереде, бұл мағауында темереде тоқкен. Бәрін кені. Бәрін кені. Бәрін тоқтадың. Вот эти вот вьючное седло, оно модернизировано. Это продавали в магазине, но Дугуйдан взял и сам все тут переделал, подшил, там перешил, подогнал, чтобы седло не уходило вперед, а это чтобы назад не уходило. Угу. Да. Когда полностью будет навьючена лошадь, то седло на спусках, на подъемах, оно может двигаться вперед-назад. И вот, чтобы этого не произошло, вот эти вот лямки. Этому коню 8 лет, этому 9, а вон там, который 14 лет, которому? Тот белый. Белый 14-летний, а этот 8, да? 9. Самый мощный тяжеловоз, да? Сколько навьючиваете на него килограмм груза? Так, думаем, 75 литров. 75 килограмм. Ну, не так уж много. Да, не так уж много. У нас, что мы, лишние вещи брать-то не будем. Конечно. Зачем они? Да. Вот на этом загоне лошади проведут ночь. Тут зеленая трава есть, так что им вполне хватит, да, Дугуйдан? Да. Тут хорошая ограда со всех сторон, так что лошадям здесь будет вольготно. Мичиль, тут трава хоть и невысокая, но я думаю, будет достаточно, да? Конечно. Потом она вполне зеленая, хорошая трава, так что лошадям тут будет вольготно. Так, Мичиль, скажи нам, пожалуйста, вот это вот, что это за оружие? Это оружие труда, можно сказать. Вместо топора, лопаты и как там, пешни. Да. Якутские орудия труда, как батья называется. Это... Ну, вместо топора, Ага. вместо пешни Угу. используется в дороге. Универсальный инструмент. инструмент, да. Конечно, без этого не обойтись. Это сделан по типу старинного якутского Батья. национального инструмента батья или оружия, как можно назвать? Оружие это батас. Это уже совсем батас. другое, а батья это Это инструмент. инструмент Вместо топора. охотничий. Более, ну, когда в походе, туда-сюда, везде. Но он более удобный, да? Универсальный. Универсальный. Мгм. Хорошо. Его делали местные мастера, наверное, да? Делали мастера Усалданского и Верхневилюйского. Угу. Улусов. Понятно. Вот такой инструмент. Ну, по законам якутского гостеприимства хозяин и хозяйка вот, угощают путников ужином традиционный якутский. Вот такой вот суп мясной. Вот давайте посмотрим-ка. Нож Мичиля. Сделали 3 мастера. 3 мастера делали, да? Да. Вот кап отдельно, лезвие отдельно. Розовый кап, лезвие и... И серебро. Это голова ворона, да? Да. Серебро? Да. Чистое серебро. Угу. У Дугдана тоже такой нож. Тоже, да? Только у него Ой. орел. А, У меня ворон. вот он. Ух ты.
ดึงนะเนื้อกันหมดเลย Дугдан знаем как. Этот нос орел, да? Вот ворон, а этот орел. Скажите, пожалуйста, какова цель вашего похода? Цель похода, ну, показать миру наших якутских лошадей, показать их выносливость, стремительность, как говорится. Ну, наша порода лошадей якутских считается самой выносливой. Одним из самых. Да, Да, это не одним точно. из самых, а самым по тому принципу, что они на свободном выпасе находятся при минус 70 градусах Да, и при плюс 35 доходит летом. То есть температурный диапазон превышает 100 градусов, Да. на 5 градусов превышает. Таких вообще не то что лошадей, таких домашних животных нету. даже. Даже нет. Да. По этому принципу якутские лошади самые выносливые. Мы хотим это всему миру показать. Правильно. Ну, мало кто знает о наших лошадях в мире, к сожалению. Да, Ну, вот пропаганда якутской лошади. Основная цель. А так, посвящаем свой поход столетию автономии нашей республики. В следующем 22 году будет столетие. Да. И там мероприятия будут проводиться в городе Москве по этому поводу. Цех будет юбилейный проводиться. это в апреле будет, да? Столетие нашей республики. Да, будет в апреле, а мероприятие, ну, цех столетия будет в июне. В июне, да, обычно В день проводится. состояния. День, да, Летнего солнцестояния 22 июня. И в этот день мы должны, как символически, войти в празднование ну, в якутском наряде, в полной экипировке национальной. И в национальном убранстве лошади. Да, убранством лошади. Да, красиво это будет выглядеть. Как знаете, на нашем гербе изображен всадник с флагом. Да, да, да. Ну, этот символизм тоже будет. Хорошо. Угу. Дугайда, насколько я знаю, первоначальные планы были доехать до Лондона, да? Но потом, это что, пандемия, да, Да, из-за помешала? пандемии все остановилось. Да, Потом все решили поехать по России. правильно. Сейчас до Москвы поедем. Ну, в случае открытия границ, может, продолжим. А, там видно будет. Ну, там видно. Ага, Как говорится, будем посмотреть. конечно, да. А скажите, пожалуйста, от Аймякона, полюса холода, до Москвы, сколько километров будет? Подсчитали, да? Примерно 11-12 тысяч. Ну, это по нашему маршруту. Ага. Мы немного с этими, как сказать, С крюками. с крюками. Да. Конечно. Без этого ни одно путешествие не обходится. Обязательно там где-то круги нарезать придется. Да. Крюки делать, да, обходить. 11-12 вот так. Сейчас летом, особенно когда ребята доедут до Алеквинска, после Сунтар, они поедут по тайге и на правый берег Лены до Алеквинска, затем до Бодайбо, да? Да, самое Золотых интересное там приисков. начнется. Там уже ближе к Байкалу, там уже южная тайга, там, наверное, и болота будут, и горы будут, наверное, да? По маршруту. Буду, да. Да. Ну вот. Но отважных ребят это не смущает. Вот такие планы, значит, у ребят. Так, Дугайдан, а сейчас вы примерно по сколько километров в день проезжать планируете? Мы сейчас с Якутска, когда выезжали, не с Якутска, а с Верхневилюйска, когда Да. выезжали, лошади были сытые, Да. да, и толстые. Да, Поэтому мы... Сильно гонять нельзя. Да, сильно гонять нельзя, поэтому мы проходили от 30 до 40. Вот, а вчера мы прошли от Кюндеда, от Кюндеда до Шеи, До Шеи. примерно 60 километров. Да. Ну, если точно, там 58 километров прошли, и сегодня 20. Вот, а так планируем в среднем Ну, в среднем 40 выходит. Вот, да, 40-45, вчера 60, сегодня 20. Ну, в среднем 40. эту среднюю мы пытаемся придерживаться. Ну, что для здоровья лошадей. Конечно. Сильно гонять нельзя, потому что Да. путь длинный, Лошади наши 12 тысяч. первоочередное внимание
Конечно. У нас наши лошадей, Да. на их здоровье. Это главное. Это главное, да. У охотника ведь главное лошадь и собака. Да, а у путешественников это лошадь. Потом уже мы сами. Потом остальное, да, то, что останется, это уже для людей. Так что первоочередное внимание лошади. Это точно. Значит, сейчас вы проехали 1800 километров от Аймякона, да? Примерно 1830. 1830. Значит, сейчас как, лошади не сильно потеют, хорошо выдерживают? Ну, сейчас лето, потеет, конечно. Ну, лето. Ну, это естественно, Мы да. стараемся не гонять. Конечно. Идем спокойно. Да, это самый трудный участок от Аймякона до Тампо, там горный участок, наверное, да? Горный там участок, горный участок. населенных пунктов нету. Вначале 180 километров вообще населенного пункта. О, 180 километров. Когда ехали, первый день минус 52 было. О, ночевали в палатке. Спали в палатке. ага. Так вы какого числа выехали оттуда? 5 марта. 5 марта? 5 марта. И там 50 градусов было, да? Да, 52. О, в марте. В марте. Да. Ну, у нас в Аймяконе. Ну, мы намного южнее находимся, да. 62-я параллель, а там... Да, запад, ну, по Юго-запад. сравнению с Аймяконом, юго-запад. Да, юго-запад. Как знаете-то, Якутия наша широкая. Да, вот, И часовых поясов несколько. не И, много и часовых поясов. температурных, и как Да. И климатических зон климатических много. поясов тоже Да. несколько захватывает. Ну вот, мы приехали ко второму хозяину. Там у первого хозяина, значит, остановились кони, лошади, а здесь вот сами путешественники будут отдыхать в этом просторном доме. Сейчас они примут душ, ну, попьют чайку и отдыхать. Вот. Ну как это во время вашего путешествия дым, пожаров много с той стороны, да? Очень много. Очень много. Вообще ужасная обстановка у нас. Обстановка страшная. По всему исследованию из города Якутска мы, как говорится, солнце даже не видели. Ну, Солнце даже не видно, везде дым, пепел. Обстановка ужасающая. да. Дышать трудно, глаза щиплет. А лошади это легко переносят? Ну, как говорится, Говорить они не умеют, а если умели бы сказали. Да. Нет, но так по их виду. Да, Ага, дышать трудно все равно. да, дышать все равно трудно. конечно. Ну, из-за Так. этого не гоняем лошади. Мгм. Правильно. Так, ну вот эти последние дни еще температура не слишком высокая, 27-28 градусов было, а самый пик жары, как лошади перенесли? Там же обычно оводы, Да, мы стояли там в изгороде. слепни, ужас ведь. Близки. Ага, Когда вот это все началось, ну, когда потепление было, да, мы уже в Верхнем Лючке были, и там у нас изгородь была с этим, с теневой, как сказать, с навесом. Нет, с лесом. С лесом. Там Ну, пенечек есть. Да, тень там была, да? Перенесли Да, нормально. перенесли очень хорошо. А во время путешествия Во время- жаркая погода была? Было 32 градуса. градуса. Ну там же эти слепни, эти оводы, вот эти осы, они же, наверное, Там 1-2 дня Просто- нормально вытерпели. надоедали, наверное. Да, очень надоедали, ну, вытерпели. Хорошо. А то обычно хорошо перенесли. некоторые лошади вообще с трудом переносят. Да. Я летом как-то ездил однажды по котловой лицензии на охоту. Так это ужас был. Там лошади брыкались, там гоняли. Ну, и есть, конечно. Пчелы жалили. Да, жалят пчелы, тогда лошадь вообще может понести и разбить может всадника. Опасно? Ну, это больше неприятно, конечно, для лошадей. Да, для лошадей, конечно, это страшное дело. Мы-то всадники, что с нами-то?
Что с нами будет? А медведей не видели? Говорят, их много стало. Слава богу, нет. Видели. Ну, следы видели на трассе в Вилюйский, да? Между Горной и Вилюйским Усах. А у вас есть? Медведица ходила. Ага. У вас есть сопровождающая машина? Нет. До Бердигостяха была. А, Горного Уса. Горного Уса. Потом нет. Сейчас, значит, По деревням. на попутках. деревня до деревни На На попутках. попутках. отправляем вещи иногда. Ну, В основном. еще дело в том, что вот якутские лошади, это для нас, для народа Саха, это лошадь, это вообще наша любовь. Это И поэтому божество у очень нас. многие люди поддерживают, да? Очень. В Джахагае у нас есть божество такое. Да, в Джагагае это божество лошадь, да? Одно из высших и более уважаемых божеств в нашей культуре. Да. Поэтому к лошадям у нас такое трепетное отношение. Ну, И- наша республика в России занимает лидирующее место по количеству лошадей. Ну, табунного скотоводства. Да, коневодства. Коневодство. Ну, больше всего лошадей у нас в регионе, из регионов. Ага. Ну что ж, Ну, якуты издревле кочевники всегда верхом были. Вся наша национальная культура основана на лошадях. лошадях. да. Наши предки, историки некоторые утверждают, что переселились на север откуда-то с прибайкальских степей вроде, да? Ну, есть такое. Есть такая Ну, версия. Сейчас общепринятая версия такая, конечно, ну, что мы пришли с Алтайского края, ну, с Алтайских гор, Прибайкалья, ну, с этих с юга, в общем, с верховьев Лены нашей. Ну, а так теорий много. Да, есть несколько теорий. Даже есть сако-скифские теории. Мгм. Ну, мы склоняемся более к тому, что есть термин «Ущсаха», 3 якута. Да. Там Улухоро, Омойбай. Омойбай и Элейбатор. Элейбатор. Эль-Лейбатур, да. Элейбатор. Ну, то есть это 3 разных народностей. А Чингисхан является нашим потомком? Ну, не знаю, насколько, как говорится, свечку не держали. Но некоторые утверждают, Ну, что да. Ну вот, если считать, ага. конечно, вот так, есть такие теории, что, ну, в армии, видимо, в Чингисхан, у нас божество есть, Чингисхан. Ну, то есть Чингисхан это тоже одно из наших божеств высших на 8 небе, то есть выше только Тангара, Тенгри. Да. Ну, вот, одно из высших божеств тоже Чингисхан. Ну вот Чингисхан, войско Чингисхана начало поход на запад и завершил поход его внук Батый-хан. Батый-хан. Он ведь дошел до границ нынешней Польши, почти до Германии. И это было расстояние, по-моему, меньше, чем вы сейчас собираетесь проехать, да? Это расстояние, ну, Чуть поменьше, наверное. конечно, меньше по плану. Ага. Ну, план одно, а он сделал, как говорится. Ну, Ну, да. и у нас совсем, как говорится, идеи другие, Конечно. Завоевать не собираетесь Европу? настрой другой. Да, на цели есть. Конечно. Завоевать души может. Вот именно. Наши лошади должны завоевать души. Именно это. Европейской Да, нации. да. Думаю, пусть посмотрят, какие они Да. у нас красивые, выносливые, Выносливые, сильные. стремительные. И этим самым они покорят Да. Европу. У нас, так что от Батый-хана нашего предка тоже Да. отличается. Есть что-то. Так что давайте, ребята, желаю вам счастливого пути. Докажите миру, что наши лошади самые выносливые, самые лучшие. Вот. Так что успехов вам, ребята. Спасибо. Вперед! Спасибо. Вот Удачи всем. такие отважные путешественники у нас есть в Якутии. Подписывайтесь на канал. Между прочим, у ребят тоже есть канал. Представьте, пожалуйста, канал свой. Northern Nomads. Да, Northern Nomads, то есть северные Описании сделайте, кочевники. пожалуйста. Ага. Да, мы сделаем это. Ага. Подписывайтесь там, ставьте лайки на. Да. Итак, северные кочевники, Northern Nomads. Это канал наших ребят. Так что давайте
поддержим. Канал пока не сильно развит, ну, только Ну, начинаем. начинается, да. Будет Ничего. интересно смотреть. Ничего, конечно. И инстаграм-канал тоже есть, тоже Northern Nomads. Ага. Тоже подписывайтесь, тоже ставьте лайки. Мы будем очень рады. Очень хорошо. Давайте. Счастливо. Счастливо. Привет Европе. Да. Привет, Европе. Привет.